Такие возьму, сейчас дунайские болгари больше интересуют нашу историю. Они, даже болгары дунайские, себя называют болгары, называют. Как чуваши называют болгар. Если мы теряем, нет, это особенно надо делать. Если мы теряем даже вот связь, единственный народ, который независимое государство, которое нас может поддержать. Дунайские болгары. Мы их ни в коем случае нельзя терять. И потом, откуда произошло слово, почему булгары? Это татарское, это мусульманское произношение. Потому что они, изучая историю Волжской Болгарии, по записям арабов, в арабском языке нет буквы О и О нет. Вместо О они произносят буа. Я специально ходил вот арабам, вот здесь у них есть, столовая есть. Вот специально узнал, вот как это. Вот они объяснили, да, вот ни букву О, ни О, они не умеют произносить. И в арабских записях слово «Волжская Болгария» пишется «Буалгария». Буалгария. И татары, то есть исламисты, читая записи арабские, начали произносить «Булгария». Вот так. Мы не должны поддаваться им. У меня есть статья по поводу названия государства, вот это Волжская Болгария. По всем источникам. Я собрал все древние источники, где упоминалось это государство. Значит, русские источники называют это либо того времени, 9-13 века, называют это Серебряная Болгария. Болгар называют серебряными. Вот. Притом они болгарами называют и Мордву, и Мокшу, и Эрзю, и всех, на кого они соседи нападали. Да, просто в состав этого государства входили. Значит, арабские источники, это название государства иранские упоминают как Нухрат. Вот. Но Нухрат по-чувашски это тоже серебро. Вот. Получается, это Серебряная Болгария. Само слово булгар, я так предположил, что пулхар, это есть как бы некий такой клич. Будь един. Пулкар, пулхар. Ну вот, дело в том, что когда вот наблюдаешь историю болгар, это же были агурские, анагурские племена, которые с гуннами пришли, потом с гуннами сражались одновременно, потом создали свое государство, вот это Великая Болгария, столица Фанагории. Вот. И когда они создали свое государство, они стали называться болгары. А до этого они анагуры, кутригуры, сарагуры, вуннагуры назывались. Потом, когда государство их пало, они снова стали называться сарагуры, анагуры, кутригуры, опять воевать между собой начали. Вот. Когда они снова создали другое очередное государство, они снова болгарами стали. Вот на основе таких наблюдений я стал предполагать, что все-таки болгар означает «будь един». Это название государства. Вот как мы сегодня россияне, да? Вот то же самое. Почему болгарами вдруг оказывается Мордва? Вот, как ни странно. Вот исходя из этого, будь един, мы все в едином государстве, как сегодня россиянами называемся все мы, точно так же они болгарами назывались в то время. Вполне может быть. Вот. Один из гипотез, один из И, кстати, кто является прямыми потомками вот этих болгар? Вот я сейчас в Анапе был, там на юге очень много ездил, как бы вообще история этих, ну, пытаюсь понять. Дело в том, что вот чуваши, как бы по культуре, они ближе к суварам. У них своя немножко история. Через Дагестан идет, Закавказье туда. Потом союз с гуннами был. У болгар другая история, другая культура. Вот. То, что встречается у болгар, не встречается в Чувашии, например, какие-то вещи. Но есть этнографические, вот, есть разницы. И, значит, сами кто такие болгары? Вот кто их могут потомки считаться? Вот южнее Воронежа есть Дивногорье местечко. Там маяцкое городище хазарское, его руины сохранились. И там сделана реконструкция жилищ вот этих хазар-болгар, которые жили на этом городище. Изначально это была юрта, ну, кочевники пришли.
Потом они стационарные юрты стали делать из глины, плетеные, обмазанные, беленые сверху, соломой крытые, в центре очаг. Они были небольшие, ну вот как эта комнатка примерно, да, вот так по строению. Потом они стали их делать квадратными в плане, удобнее строить стало. Те же самые мазанки, также белили, прочее, как юрта она стояла. Очаг посередине. И вот когда с этого Маяцкого городища спускаешься вниз, ты видишь, ну, пораженный, что и сегодня эти дома все стоят точно такие же. Размер с юрту, четырехугольные, квадратные такие. Очаг посередине, труба посередине, четырехскатной крыши. Вот эти все дома южных русских, кубанцев, прочее, это все юртообразное жилище. Они сегодня себя русскими называют. Вот, потому что как бы потеряли уже культуру свою. Но на самом деле они живут в юртообразных жилищах. Это уже о чем-то говорит. Посреди степи. Сейчас гоплотипы изучали русских. Вот. Самое южное распространение окончилось на уровне Саратова. Дальше нет их вообще. А кто такие? Кубанские русские, украинские русские, на Осколе. Они, эти болгары, жили там до 13 века, до монгол-татар. Фиксируется. Вот. Получается, что эти болгары просто стали называться русскими. Вот и все. Они сегодня живы. Ладно, спасибо. Давайте. Да. Ну, на данный момент у нас тоже здесь, прямо на глазах, допустим, обрусевших очень много. Это все. Обрусевшие, да. Топонимика, это наука, это изучает ваши, где вы родились, деревня ваша, почему она так называется, почему речка так называется, почему там лес, почему все вот это вот. Я подумал, в самом деле, интересно, а у нас почему так? Почему у нас Резинкино, почему все вот это вот? А рядом почему такие деревни? Почему все 6 деревень, они называются по-чувашски Пужарбущ? Мне стало это так интересно. Ну, мы много раз общались с Михаилом Николаевичем на эту тему. Он всегда тоже объяснял, как-то наставлял. Ну вот, пришли к этому, то, что все-таки это родина Байдула из Киева, Пайдуш, Ваня, Ванюш, Илья, Илюш, Пайдул, Пайдуш. Ну, примерно все это так оно и... А может, даже и была раньше деревня Байдул, так и называлась. Может быть, потом то же самое, как Резинкино. Из Разинкина сделали Резинкино. Тоже, в принципе, когда Екатерина там поезжала, останавливалась там тенечки, пока ее вот эти вот охрана в Цивильск, пока съездила там прямо рядом, буквально где-то 6 километров надо до Цивильска, 7 километров, ну 6-7. В общем, они пока там это узнали, там обстановка всегда была очень такой тяжелой в Цивильске. Все время нападали на Цивильск. И вот, в принципе, вот мы поняли, что это Резинкино, это Разинкино, Байдул это Байдуши, это Байдул, родина Байдула. Иван Косып там есть, это Иван Черноярец, это с Байдулом из Киева, они друзья были, у Стеньки Разина тоже он был друг, они вместе приехали оттуда. Поэтому у нас там это русская деревня, Сараван, так и называется деревня, Иван Косы. Потом есть там Кибекси. Кибекси тоже во многих в этих там, ну, то, что с этой деревни Ян Мурза пошел в Цивильск и доложил, что войска здесь, они все собрались. А это было 2 января 1671 год, 2 января. Ну, как раз, получается, ну что, раньше снега было очень много, убежать оттуда практически невозможно было. Их окружили. С одной стороны отряд полковник Кравков, а с другой стороны Борятинский. Они окружили. Где-то в районе, где-то 3500, ну то, что в архивах. Это все убитых вдоль дороги положили на 8 верст, по-моему. Нет, 3500, это царская армия была. Царская армия. Это где-то 3500, так пишут. А у наших, я имею в виду, что это, ну, отряд Байдула, их было где-то 1500. Так было, Михаил Николаевич? Где-то там так написано. Ну, так. А до этого деревня называлась вообще, она была одна цельная деревня, она потом раздробилась. Когда сожгли, это большая деревня была, большая Яндоба. Во всех, везде, даже вот во всех источниках, где об этом сказано, там пишут большая Яндоба. Яндоба, большая Яндоба. И Табарика. Яндуба вошла. Да, Яндоба. И
Яндова, это мы все уже потом, вот как раз опять это топонимика, это наука нам помогла. Ну, в общем, мы разобрались. Чуваши, марийцы западные поняли, особенно западные, что гнет москвичей наоборот страшнее, чем казанский хан. И вот они пытаются создать свое государство. Да. В целом на высокой горе крепость, неприступная крепость, с северной стороны такая Волга, вот такой прямо вот так идет, где как раз Карамзин пишет, разбили войска этого. И с южной стороны тоже неприступная гора, и с западной стороны, только восточной стороны крепостные ворота, очень мощные ворота, единственные значит, ворота через крепостный вал. И вот и во главе Мамиш-Бердей, великий сын марийского и чувашского народа, отец этот его был марийский князь, мать чувашка. И вот он понимал, что если себя объявит царем, то найдутся недоброжелатели. В то время уже на восточной земле принято было царями, ханами должны быть чингизиды, поэтому он обращается к астраханскому хану, чтобы он дал сына воцариться. Он тогда, астраханский хан, был не в дружбе с нагайцами, не соглашается. Тогда к нагайскому царю, отцу Сюнбике обращается. И нагайский царь Юсуф дает своего младшего сына Али Акбара, но значит, не дал войска помощи сына, только сопровождающее небольшое войско. Потому что он сам готовился напасть на Москву, чтобы освободить Сюнбике и своего внука Утимиш-хана. Всего лишь 300 человек. Да. И вот начинается, значит, создание нового государства, но, к сожалению, Али Акбар оказался не готовым быть царем. Он был изнеженный, так как младший сын. Его больше интересовало вино и женщина. И вот после нескольких сражений войсками Ивана Грозного измученные войска чувашские, марийские, значит, начали роптать, что Мамиш-Бердей не нашел нам хорошего царя. И тогда Мамиш-Бердей выводит свое войско, свою гвардию, там в документах иногда пишут 2000, иногда 20 тысяч. Построил в Коре это вот так строится. И вывел царя и сказал: мы тебя сделали царем, чтобы возвели на царство, чтобы ты нас вел от победы к победе, но тебя больше интересовало вино и женщина. Отрезал ему голову, и после этого он сам стал во главе этого непризнанного государства. 3 года существовало это государство, и в конце концов этот Иван Грозный нашел, как усмирить, то есть уничтожить это государство. Алтыш был на землях вот Сундыря, его земли, у него 11 деревень вокруг, значит, сильный довольно, он не присоединился ни к Мамиш-Бердею, его подговорили сторонники Ивана Грозного, и он был дядей Мамиш-Бердею по линии матери, приглашает его в гости, и когда, чтобы договориться о совместной борьбе с Иваном Грозным. И вот они там, в общем, обманули, напоили, и, в общем, напали внезапно на охрану Мамиш-Бердея. Там, значит, 4 кладбища погибших в этом сражении вокруг резиденции этого
И мы впереди схватили, отвезли в Москву. И вот даже в предании рассказывается, как он погиб. Казнили его на Красной площади. И он, значит, когда уже подготовились, эта охрана была выставлена, он, собрав всю силу, разорвал веревки, которым был связан, выхватил саблю у одного стражника и бросился к Ивану Грозному. Так именно в народном рассказе рассказывается, Иван Грозный спрятался за спину жены. И Мамиш Пердей не привык воевать с женщинами, замешкался. И вот этим воспользовались стражники и на себя разрубили. Погиб так. Но Мамиш Пердей был сын Икбаттер. И он продолжил дело отца. Стал искать союзников. Союзниками тогда могли быть крымчане. Он со своими небольшой охраной направляется в Крым, но по пути, не узнав, что это не москвичи, напали на них крымчане. И он погиб. Такая судьба. Михаил Николаевич, насчет буллы, золотой буллы. Дима знает. Пока хватит. Вот здесь, Михаил Николаевич, здесь имя вот этого героя Мамыш, как? Мамиш Пердей. Пеги? Мамиш Пердей. Пердей? Бердей. Мамыш Пердей. В этом году я ездил по приглашению тюменских, томских чувашей, и они меня свозили в Тобольск, тюменские чуваши, и на Чувашеву гору знаменитую, где состоялось сражение Кучума с Ермаком. Вот. И я сам поднялся на эту гору, посмотрел все это место, почитал летопись, связанные с этим делом. Но раньше как-то не очень-то интересовался этим местом, пока не видел его сам воочию. Вот и такие интересные наблюдения у меня возникли. Ну, во-первых, казаки поволжские, кто это такие? О происхождении казаков я уже несколько раз пытался что-то рассказать, написать. Например, эти яицкие казаки, это самые ранние их упоминания я нашел еще в середине 9 века. Это смесь угров и тюрок, которые пришли там, сначала границы Хазарского каганата охраняли, потом Серебряной Болгарии. Вот. Запорожские казаки, я считаю, что это потомки вот этой армии Соловья-Тархана, который Днепровские пороги контролировал. А донские казаки, они были переселены в 1440-е годы с образованием вот этого Касимовского ханства. Все население Мещеры было выселено на Дон и на реку Буртас в то время. И сохранился, кто был выселен. Выселено было Мордва, мусульмане и Черемиса. Вот и, собственно говоря, с этого момента и появляются донские казаки. До этого Дон был опустошен монголо-татарами. Вот. И Дон снова стал населенным. И вот теперь поволжские казаки. Дело в том, что когда Иван Грозный пришел, вот остров крепость Свияжск строил, и там уже в документах упоминается, что пришли его встречать и клятву ему давали чувашские казаки. И сотники, и тарханы там и все были. То есть описывается структура воинская полностью, чувашская. Ну и, собственно говоря, 30-40 тысяч воинов было в то время. Из марийцев, из черемисов, из марийцев и чувашей. Как они пишут, злолютых ратников и отменных стрельцов, при этом чуваши еще знали еще судоходство. Так вот, у нас в Чувашии вся система вот деревень, она построена на воинских округах. Сербю, Вунбю, там Косак, Косы это выселки, нет, есть еще Косак деревня с таким названием, именно Казак. Потом Кош, где в Кош в отряды собирались, и Кошки Тимбаева, например. И, значит, вот эти, и Турунова. Турун это полководец, тюркский титул. Ну, кроме того, и есть и Инбю, Косы, там Инбю, это уже царь. Да. То есть полностью структура сохранилась в чувашской топонимике, воинской организации, многих воинских, притом таких округов получается. Вот.
И, значит, кто такой Ермак? Вот есть, мне тут рассказали интересную историю, оказывается, чувашской деревне Ермаково, да, Нет, Ермак. Ермак. Они уже много лет пытаются добиться того, что именно из их деревни выходит Ермак родом. Вот, и знают и дом, где его стоял, и все такое помнят. Вот. В принципе, откуда Ермак, в летописях неизвестно. Известно, что он был поволжский казак, но само его имя Ермак, Ермек, может быть даже так вот так точнее, следопыт в переводе с чувашского языка. Ер след, мек, ну следопыт. Вот. Имя явно не русское. Жил на Волге, разбойничал по Волге. В то время многие разбойничали, казаковали. И, значит, дальше, что интересно, когда Строганова снарядили по реке Чусовой, он вышел, спустился в Тобол. Первое место, ему в Тоболе татары сибирские перегородили путь цепью в одном месте. Там дорога и река сходятся в одном месте узком, а вокруг болото. Обойти это место никак невозможно, только через это место. И здесь попытались его остановить, отряд. Ермак с боем взял это место и на этом месте основал деревню Караульный Яр. И что интересно, эта деревня сегодня чувашская. Вот, то есть Ермак основал чувашскую деревню, в которой сегодня живут чуваши. По адресу как? Караульный Яр называется. Это под Тобольском находится. Караульный Яр. Это Да. надо записать обязательно. Далее, если вы почитаете кунгурские летописи и прочее, Ермак подплывает к чувашему городку. Ну, там уже стояло войско Кучума, поджидал их. Опять лодками перегородили дорогу ему. И подплывая Ермак, они с этими пушкарями, два пушкаря было чувашских, ну, две пушки было, и пушкари чувашские стояли. Они с ними переговорились. Опять вопрос, на каком языке переговорились? Ермак с теми чувашами. В итоге эти чуваши просто сбросили пушки с обрыва и не стали стрелять. Ермак сразился, разгромил там конницу татарскую, Кучум бежал в свою столицу Искер или Сибирь. Ермак захватил эту территорию. Дальше они стали захватывать следующие городки, и уже по весне или там было, или осень это было распутье, у них голод начался, болезни, многие уже ранены, казаки были деморализованы, чтобы идти дальше. И не хотели уже дальше двигаться. И осаду крепости никак взять крепость не могли. В этот момент еще появляется один чуваш. Значит, и он начинает им рассказывать историю. Вот мы чуваши, мы крещены были еще при князе Владимире, такие древние христиане. У нас есть вот такой золотой таз, в ней золотая чаша и баба сидит золотая. Вот, мы, говорит, во время обрядов из этого вот золотого таза пьем воду. И она находится вот там-то на святилище, а крепость вам скоро сдастся. Те, где, что за святилище, казаки? Во-первых, они поняли чувашскую речь этого чуваша. Во-вторых, они тут же рванули, воспрянули духом, захватили крепость, дошли до того святилища. Естественно, никакого тазика они там не нашли золотого. Но они разгромили и завоевали территорию, то, чего и добивались. И помог это опять чуваш в этой ситуации. Вот. Вопрос, откуда казаки знали чувашскую речь? Вот. Почему Ермак основал чувашскую деревню, а не какую-нибудь? Почему фамилия у него не русская, имя само Ермак? Да, Вот. Ермак. В общем, есть о чем призадуматься. Недавно был у меня в гостях. Деревня еще раз. Караульный Яр. Караульный Яр. Ульный Яр. Тобольские парни недавно приезжали. Значит, Чуваши. Под Тобольском. Под Тобольском, Тюменской области. Да, на реке Тобол. На реке- Табол, крученая, да? Нерчаная по-чувашски. Тобол. На реке Тобол, да? Чуваш Тобол называется. Мгм. Вот Тобольск, они называют, вот эти чуваши вот приезжали, они называют Чуваш Тобол. Ну так и называется город. Будет Чуваш Это Тобол. очень интересно. Вот из всего твоего рассказа, вот это Караульный Яр очень интересно. И то, что встретились этого чувашом, чуваш рассказал. Да. То, что вот волжские болгары, часть приняла христианство еще древнее, это вот сейчас они себя называют, как его называют, они, крящине. Есть крященское общество, Дима, Не знаю. знаешь, да? Его руководитель Малов. Поставь. Малов.
они несколько раз тоже обращались, чтобы вот район, где живут корящине, это пристык к Комсомольскому району, переходил в Чувашскую республику. Мне копии дал этих писем, обращений в Верховный Совет СССР. Его, да, пирожное. Очень интересно, Дима рассказал. Значит, если можно, я скажу по поводу этих касимовских татар. Однажды здесь в Батыревском районе, вот большое село Шехиданово, они называют себя, значит, мы не татары, они говорят, Межеры. мы межеры. Есть и статья Василия Дмитриевича. Мишары появились на чувашском языке, правда, это Хыбарин напечатан, большая статья. Межеры появились на территории Чувашии 700 лет назад, называется. Ну так они, получается, все-таки чуваши? Нет, дело в том, что Шагарданы, а это само село появилось. И Василий Дмитриевич об этом, кстати, пишет. После того, как межеры помогли взять Ивану Грозному Казань, вот, он, собственно говоря, выделил вот эту землю для межер, вот под Батарево, для того, чтобы с целью, чтобы они контролировали Чуваш здесь, вот, посадил их, чтобы чуваши не восстали или еще что-то. Сами же межеры, идет это название от слова Мещера, Мещерский край. Мещера – это ирзианское слово, означает мастор, земля, родина. Вот когда Касимовский ханство уже Ивану Грозному не нужно было, Касимовский хан был убит, и начинается изгнание этих касимовских татар, так называемых, и они уходили из мещерской стороны и стали себя называть именно по стороне Мещеревой, стали называть. И они пришли, вот само село Юхмауби основан 1600, сейчас скажу, в 42 году, на левой стороне реки Юхма. Они пришли, мещеры пришли потом, после этого. Вот, на правой стороне реки Юхма они обосновались. Потом, значит, их число росло. Юхминцы, юхмаубинцы, будучи казаками, они уходили, значит, изгоняя нагайцев на юг, вот село по правой стороне, по левой стороне Хырла и по левой стороне Хырла, они вот сыновья основателя Юхмауби, я писал об этом, основали новые поселения, потом еще Уби его есть, все они ушли вот из деревни Юхмауби. И поэтому это село не росло, а татарское село росло, потом они, значит, купили тайно от щеголинцев землю еще за деревню Юхмауби. И Юхмауби остался как бы в середине земель шекиданцев. Ссоры начинаются, суды, документов, судов есть. Значит, но они проиграли эти, и юхмаубинцы стали уходить уже в другие места. И все это поселили, это место захватили шекиданцы. Михаил Николаевич нам подсказал, когда мы поехали Шужеве с Олегом Михайловичем Цыбленковым, Ульдеяром, мы поездку по святым местам Чувашей. И Михаил Николаевич сказал, обязательно навестите Чаваштуне, около Тобольска, в 2015 году. У нас 50 человек на большом автобусе, я Чудаевки в том числе, под августом Олега Цыбленкова сделали памятный столб. Мы всегда, я уже 4-й раз по этим святым местам, Чундаш езжу даже.
и решили установить, как Михаил сказал, на Чувашту, Чувашева гора, это вот мыс, который от Тобольска там буквально видно, километр 2, где на слиянии вот это. И мы хотели там установить этот столб, но нам сказали, это святое место, здесь нельзя. А кто сказал вам? Ну там были какие-то. Потому что в Эскере установили. Да, но потом мы установили, Музея. да, из музея был представитель, здесь говорит, заповедник, но нам разрешили в Абалыке, Абалык есть же, Абалак, там километр 15-20, тоже на берегу Тобольска, и то, что там тоже видно это. И я думаю, мы маленькие, дань уважения нашему великому земляку Ермаку, там выбито Ермак. И буквально вот в этом заповеднике она охраняется. Самое главное, буквально установили это 3 метра. Только из дуба, ну, будем надеяться стоять. И увековечили. И Ермак. Вот, Мы своего земляка Ермака не в забываем. моем представлении. Ер, ер, это, вот казахи пишут, ер это высшее достоинство мужчины. Ар, ер, это одно и то же. А ак, окончание ак, давалось сыновьям высокопоставленных людей и в Бунской империи, и в Великой Болгарии, значит, значение побеждай. Рыцарь побеждай. Вот, примерно так обозначает. Вот, он тоже. А вообще, когда появился мыс Чувашский на карте? Там, дело в том, что там, как сейчас предполагают, еще в 1520-е годы сибирский хан, у него была там свадьба с казанским ханом, свою невесту он взял, и с ним же могли прийти чуваши. Тогда там пишут в летописи, что какое-то количество чуваш было отправлено вместе с ним, с этой делегацией. До этого они тут дружину Ивана Рун разгромили от Малом Сундыре, русскую. Потопили флот и, возможно, захватили пушки, которые потом оказались вот у этого сибирского хана, эти 2 пушки. Вот. И чуваши оказались специалистами-пушкарями в этом деле. Вот. И они тогда основали вот этот Чувашев городок, низ под этим городком называется Подчувашье. Это археологический памятник скифского времени, поэтому вам там столб не разрешили ставить. Хотя, в принципе, столб-то можно ставить на археологическом памятнике. Вот. А сейчас под Чувашей, там внизу, там целый городок построен. Фильм снимали, «Сибирь», по-моему, называется. И как называется это Сибирь, да? Вот. И, по-моему, «Сибирь», он сейчас еще не вышел в прокат. Только выйдет. Нет, городок. Сам городок Подчувашье назывался вот этот район. Подчувашье. А это Чувашев городок или Чувашева гора называется. Интересно пишут, с татарами были там немножко чуваши. Да нет, наверное, скорее всего, это с чувашами были татары в гостях, чуть-чуть, немножко их было. И раз назвали Чуваш-гора, вообще, в принципе, по идее, так же получается. А мы с чувашский. А в Карауловом Яре ты не был, да? Был, мы заехали, посмотрели. Ну, Там, я посмотрел, там, да, действительно типичная чувашская улица такая, идет чувашского планировки дома. Мы ни с кем не успели поговорить, там просто поздно вечером заехали. Но смотрю, среди них встречаются и дома с 4-скатными крышами, как у южных казаков. Вот. Поэтому, скорее всего, вот это тоже факт, что это казаки. А казаки всегда были смешанным населением. Это украинцы? Украинцы? Это не украинцы, это юртообразное жилище называется, вот эти 4-скатные крыши. Кочевники, гунны, болгары. Юртообразно старались сохранять. И, скажем, если где-нибудь вдруг я напишу, ссылаться можно на тебя, да? Книжку вам надо дать мою, конечно. Дай на 1 день. Да не на 1 день надо. Мне сейчас, ладно, я принесу. Destur, şukma